Всем привет! С вами Алексей Брянский. Сегодня записываю видеоурок, как правильно загрузить видео на ваш канал в YouTube. Так, что для этого нам необходимо? Нам необходима подготовленная папка, в которой будут подготовлены видео на загрузку, фото для видео и текстовый файл, в котором будет подготовлено описание и теги к нашему видео. Как видите, ко всем видео я отнесся очень серьезно. Каждому я прописал описание. Везде уникальное описание моих видео. Единственное, что шапка одинаковая с моими контактными данными. И в конце название уже на загруженные видео и ссылки на эти видео. Так, приступим к загрузке. Выбираю видео, нужное мне. Подготавливаю. Нажимаю «Добавить видео». Есть два способа добавить видео. Нажав на кнопочку «Выберите файл для загрузки» и выбрать видео, которое вам нужно. Я же пользуюсь другим способом. Я открываю готовый файл, выбираю видео, которое мне нужно. А в первую очередь, как подобрать название к видео. Зажимаю левой кнопкой мыши и перетягиваю ее на панель загрузки. Отпускаю. Видео пошло загружаться. Не забываем перед загрузкой видео сразу же назвать так, как оно должно быть у вас на YouTube. Единственное, что можно добавить там точки, двоеточие. Многоточие в конце названия видео также хорошо влияет на продвижение вашего видео. Описание я тут же копирую и вставляю его в описание. Сразу же перехожу в текстовый формат, готовый для загрузки этого видео. Опускаюсь ниже. И также вставляю сюда. Тут же копирую ссылку на это же видео. Многие специалисты YouTube рекомендуют копировать именно как адрес ссылки. Послушаюсь их совета. Вставляю готовый текст. Теперь копирую весь текст описания вместе с ссылками на видео. И вставляю в описание после названия видео. Здесь можно чуть опустить. Поднимаю наверх. Копирую эту шапочку и вставляю в это окошечко. Ставлю галочку на «Опубликовать в Google». После того, как я это поставил, оно будет на автомате опубликовывать. Также рекомендую зарегистрировать аккаунт в Твиттере и здесь тоже установить галочку. Я пока еще не успел это сделать, но на днях обязательно этим займусь. Так, видео мое почти обработано. Могу сразу добавить в плейлист. Выбираю свой плейлист. Теперь теги. В первую очередь копирую с видео. Здесь, как видите, я использую хэштеги. Копирую сначала ключевые слова с названия видео. Так как я здесь использовал хэштег, а в тегах я его не хочу использовать, я пропишу вручную. Так как если я скопирую и вставлю в теги, этот текст тут же превратится в тег. И я не смогу его изменить. В данной ситуации мне нужно поставить запятую. Следующее название видео на YouTube.
Не обязательно писать в тегах заглавными буквами, я просто это делаю как бы по привычке. YouTube видит ваши слова как с маленькой, так и с большой буквы. Ставлю запятую, и он превращается в тег. Дальше я иду в свой текстовый формат, опускаюсь ниже. У меня тут готовые теги, копирую их. Как видите, теги расположены таким образом от длинных к короткому. Так тоже рекомендуют специалисты YouTube. Я прислушиваюсь к советам людей, которые профессионально занимаются данным делом. И вставляю. Так как они у меня через запятую, они уже все превратились в тег. Можно где-то от 15 до 20 тегов прописывать. Если вы смотрели мои предыдущие видео, я там полностью разбирал вопрос подбора названия, описания, тегов и картинки. Переходим к картинке. Выбираю свой значок. Для того, чтобы выбрать свой значок, не забываем заранее подтвердить ваш канал номером телефона, который даст возможность загружать видео длиной более 15 минут и устанавливать свои красивые значки. Так, захожу в свое фото для видео. У меня есть видео, как подготовить название для видео. Выбираю его, кликая на него 2 раза мышкой. Размер значка 1280 на 720. Размер, который одобряет YouTube. Как видите, другие 3 варианта не совсем привлекательные, которые мне предоставил YouTube. Стоп-кадр с моего же видео. Поэтому я выбираю свой значок, который я заранее подготовил на это видео. То есть готовьте все заранее, чтобы загружать видео вам было намного проще и легче. Видео готово, и вы можете его опубликовать. Если вы хотите сразу прописать субтитры, аннотации, подсказки, то вам нужно опуститься вниз и нажать менеджер видео. В менеджере видео вы имеете возможность, нажав на треугольник, прописать аннотации, подсказки, субтитры. Или же удалить это видео, если вы его загрузили по ошибке. Данную процедуру я буду выполнять попозже. Сейчас просто опубликую. Видео успешно опубликовано. Нажимаю на это видео. В следующем видео я вам покажу, что нужно делать с вашим видео сразу же после его загрузки. Если вам понравилось это видео, ставьте лайки, оставляйте положительные комментарии, делитесь этим видео в соцсетях, не забывайте подписываться на мой канал. Всем спасибо за внимание, до скорых встреч! Just because it's there.